выстрелы фактически производились вами как? Умышленно, неумышленно? С какой целью? Ну, он меня в руку выворачивал, короче. Получилось так, что, короче, у меня, из-за борьбы, короче, я нажимал на курок, короче. А куда именно стрелял, я даже не видел. А поняли вообще, куда пуля попала? Нет, я не видел, никуда пуля попадала, никуда вообще направленный ствол был. Он меня вывернул. Но потом уже, когда вот его вы перекладывали с места на место, ранения видели, где у него находится? Да я не могу. Какой хотя бы области тела? Наверное, в голове. Мужчина знал, что в помещении станции имеется сейф, в котором хранятся денежные средства от реализации топлива. Злоумышленник также располагал сведениями о наличии оператора в помещении станции. Данные сведения он получил от 39-летнего приятеля, который ранее работал оператором на данной заправочной станции и у которого, помимо всего прочего, сохранился ключ от сейфа. Ночью 6 октября 2014 года двое обвиняемых приехали на территорию автостанции, предварительно распределив роли каждого. Используя в качестве маски вязаную шапку, вооруженный пистолетом, организатор нападения потребовал у охранника выдать ему хранящиеся в сейфе денежные средства и, встретив сопротивление, выстрелил в голову потерпевшего. От полученной травмы мужчина в последующем скончался в карете скорой помощи. Не сумев открыть сейф, так как замок был заменен, преступники покинули место преступления, при этом организатор нападения похитил сотовый телефон потерпевшего. Преступление было раскрыто благодаря слаженной работе оперативных сотрудников МВД, а также следователей Следственного комитета. В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что 48-летний обвиняемый причастен к совершению дорожно-транспортного происшествия, в котором по его вине был причинен тяжкий вред здоровью малолетнего пассажира. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. После утверждения прокурором обвинительного заключения материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.